والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Следующий хадис, Китаб аль-Джами, хадис от Ибн Аббаса, ради Аллаху та'аля анхума, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ла тумари ахак, ва ла тумазихху, ва ла та'идху мау'iдан фатухлифа». Так от Ибн Аббаса передано, что он сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Не спорь с твоим братом, и не шути с ним, и не давай ему каких-то обещаний, которые ты потом нарушаешь». Этот хадис привел Тирмизи, и говорит автор, рахималлаху та'аля, «Бисанадин фихи да'ф», с иснадом, то есть цепочкой передачи, в которой есть слабость. Этот хадис, с точки зрения его иснада, цепочки передачи, является слабым хадисом. На это указывает автор здесь, на это указывает шейх аль-Альбани, рахималлаху та'аля, что хадис этот, с точки зрения иснада, он является слабым. Давайте разберем его текст. Сказано: «Ля тумари ахак», не спорь с твоим братом. О чем идет речь здесь? О каком виде спора? Спор бывает двух видов. Первый вид спора — это такой вид спора, который называется аль-мумарат. Аль-мумарат. И есть аль-муджадаля. Хорошо? Первый вид является порицаемым, второй является похвальным. В чем отличие аль-мумара от муджадаля? Мумарат — это когда человек спорит, желая доказать свою правоту. Хорошо? Что он прав, победить в споре, его желание. Вот это порицаемо. А муджадаля что такое? Муджадаля — это дискуссия, цель которой указать оппоненту на истину, привести его к истине, раскрыть для людей истину. Это уже будет что? Похвально. И так сказано: не спорь с твоим братом, то есть мусульманином, «Валя тумазихру», и не шути с ним. Что значит не шути с ним? Это значит, не злоупотребляй такой вещью, как шутка. Не надо шутить много. Либо второе, на что указывается здесь, не шути с ним, то есть пусть не будут такие шутки с твоей стороны, которые обижают человека, досаждают ему. Шутка, братья, шутка, она порицаема в двух случаях. Шутить. Это порицаемо в двух случаях. Первый случай — это когда человек много шутит. Много шутить не нужно. Бывают такие люди, что ни слова, то шутка. Хорошо. Что ни говорит, все превращает он в шутку. Нельзя. Хорошо. Да, у шутки есть место, но не так, что человек все время только шутит. Почему? Потому что это роняет человека в глазах окружающих. И роняет также цену его слову в глазах окружающих. Второй вид шутки, который запрещен, порицаем, это когда человек шутит и обижает своей шуткой другого. Хорошо. Может быть, человек и немного шутит, может, один раз что-то сказал другому. Хорошо, но он обижает этим самым, обидел его, поэтому нельзя делать это. А бывают такие люди, которые вообще не выносят шуток. Может быть, ты с ним и один раз пошутил, но он уже ему достаточно было, чтобы обидеться. Поэтому смотри, если человек относится к такой категории людей, которые не выносят шуток, тогда не надо с ним шутить. Хорошо, потому что это его обижает. То есть человек, такой бывает, он только воспринимает, когда с ним серьезно. Все, никаких шуток. В таком случае не нужно. Поэтому здесь сказано: «Валя тумазиху», не шути с ним. Мы говорим, это запрет какой? Абсолютный, вообще нельзя шутить? Нет. Мы говорим, когда это порицаемо. Когда это порицаемо? Во-первых, когда человек шутит много. Во-вторых, когда? Почему? Потому что когда много шутит, это что? Роняет его в глазах окружающих. Хорошо? А во-вторых, когда не надо шутить? Когда шутка, она обижает человека. Даже если это один раз. То есть из опыта человек, он знает, что есть такие люди, которые не выносят шутки, даже один раз. Поэтому говорят ученые, что шутка, она в словах твоих должна быть как соль в пище. То есть как пища, она, если много туда посолить, бросить соли, пища что? Портится, ее невозможно есть. Поэтому много шуток не нужно. Но если это чуть-чуть, хорошо, то как пища бывает невкусной без соли, чуть-чуть также добавлять шутку в речь, это наподобие того, как добавляешь соль в еду.
Далее сказано: «Валя таидху мауидан фатухлифа». И не обещай ему, не давай обещаний, которые потом нарушишь. Смотрите, любое обещание, обещаешь что-то, потом нарушаешь, делать это нельзя. Как бы то ни было, автор говорит, что иснад, то есть цепочка передачи этого хадиса, она слабая. Мы знаем, что если слабая цепочка передачи, тогда мы выносим тогда суждение и о тексте хадиса, что он тоже что? Слабый. То есть не может быть доводом. Нельзя приписывать это к пророку, алейхиссалату вассалам. Сказать, пророк, саллаллаху сказал, не можем. Почему? Потому что достоверность, недостоверность текста зависит от достоверности и недостоверности чего? Цепочки передачи, иснада. Хорошо, отвергнуть все, что здесь сказано в этом хадисе, мы скажем, когда есть слабый хадис. Мы не можем отнести его к пророку, алейхиссалату вассалам. Сказать, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, нельзя. Но рассмотреть можно что? Предложения, из которых состоит текст, этот хадис. Те предложения, которые соответствуют другим доводам, достоверным, аятам и хадисам, хорошо, то принимается. То, которое противоречит, это отвергается. Поэтому мы говорим, да, хадис слабый, значит слабый текст, поэтому мы должны теперь рассмотреть отдельные предложения этого хадиса. Давайте рассмотрим. Какое первое предложение здесь? Ля тумари ахак. Не спорь с твоим братом. Запрещенность чего здесь? Такой вещи, как аль-мумара. Споры. Что такое мумара? Какой спор? Спор с целью победить, доказать свою правоту, что ты умнее, что ты лучше. Что говорят доводы достоверные? Достоверные доводы говорят о том, что это порицаемо. Значит, это предложение в данном хадисе, оно что является верным, является правильным. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям обещает, что дом в окрестностях рая. Какому человеку? Который оставляет мумара, оставляет вот эти споры, даже если он прав. Споры эти, почему они вредны? Да потому что итог их, братья, это ссора. Это ссора и это ненависть. Та ненависть, о запрещенности которой мы говорили, когда изучали предшествующий хадис. Люди, когда вот так спорят друг с другом, это рождает между ними вражду и ненависть друг к другу. Появляется какая-то нелюбовь, потом они видят друг друга, и у них уже в сердце есть что? Нелюбовь. А я когда-то с ним спорил. И нелюбовь к тому брату. Поэтому это первое предложение в этом хадисе, оно является правильным. Мы это черпаем из других доводов, которые достоверно переданы от пророка, алейхиссалату вассалям. Далее сказано, ля тумазиху, не шути с ним. Как к этому предложению мы отнесемся? Как отнесемся к этому предложению? Мы скажем, принимать вот так вот, безусловно, абсолютно эту часть хадиса данного нельзя. Хорошо? Шутка бывает разная, потому что достоверно передано от пророка, алейхиссалату вассалям, что он шутил, но шутил только правдой. Известно сообщение о том, что один человек пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, попросил пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы он дал ему верблюда, на котором он будет воевать. Хорошо? Попросил верблюда, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, да, мы дадим тебе сына верблюдицы. Хорошо, пророк сказал ему, мы дадим тебе воладунака, ребенка верблюдицы. Этот человек, он удивился, расстроился, как это так, как у посланника Аллаха, зачем мне ребенок верблюдицы? Ребенок верблюдицы, этот верблюжонок, на него сядешь, он не сможет тебя поднять. Как на нем можно куда-то ехать? Хорошо. Пророк, алейхиссалату вассалям, он в данном случае что имел в виду? Он имел в виду, что разве вот эти большие верблюды, на которых ездят люди, разве они не дети верблюдиц? Они от кого рождаются? То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь он просто что? Пошутил с этим человеком. Он имел в виду, конечно, большую верблюда, а не верблюжонка. Тот человек, что не так понял сначала. Он думал, ему дадут верблюжонка, чтобы на него сесть. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хотел пошутить с этим человеком, и пошутил с ним таким образом. И шутил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, правдой. Другой случай, когда женщина пришла к пророку, алейхиссалату ва саллям, сообщение, которое шейх Альбани назвал цепочку передачи хорошей этого сообщения. Женщина, пожилая, пришла к пророку, алейхиссалату ва саллям, старушка.
И Пророк сказал ей такие слова, которые повлияли на нее так сильно, расстроили ее. Он сказал ей: старухи не входят в рай. Хорошо? Он сказал ей: старухи не входят в рай. Женщина расстроилась, а Пророк прочел какой аят: «Инна анша'нахунна инша'a». Мы создали их, фаджальнахунна абкара, и сделали их девственницами. То есть не войдут в рай старухи. Речь идет о том, что Аллах Субхану ва Тааля верующих женщин сделает молодыми, сделает их юными. Войдешь в рай, но войдешь какой? Войдешь юный, а не старухой. То есть тоже шутка от пророка алейхиссалату вассалям. Поэтому что мы скажем? Вот это второе предложение здесь: ля тумази. Не шути с ним. Мы скажем, что принимать его вот так вот безоговорочно нельзя. Пророк сам шутил правдой. Но когда нельзя? Мы сказали с вами два случая. Если человек много шутит, тогда нельзя. Хорошо. Или пусть он шутит немного, но такая шутка, которая обижает человека, тогда это будет харам. Почему харам? Потому что обижать мусульман, обижать верующих является харамом. Дальше сказано в хадисе о том, что «Ля та'идху мауидан фатухлифа». Не делай так, что ты обещаешь что-то, потом нарушаешь обещание. Эта часть хадиса является правильной. Да, она является правильной, потому что есть другие хадисы, в которых Пророк говорит о запрещенности нарушать обещания. И говорит о том, что качеством лицемера является давать обещание, а потом не выполнять свое обещание. Вот так вот, видите, разобрав отдельное предложение этого хадиса, мы пришли к выводу о правильности или неправильности этих предложений, того, что в них сказано. Но приписывать хадис как высказывание пророка алейхиссалату вассалям к пророку алейхиссалату вассалям мы не имеем права. Да, мы можем сказать, эти предложения правильные, а то, например, неправильно, но приписать хадис к словам пророка алейхиссалату вассалям мы не имеем права. Почему? Почему? Потому что цепочка передачи этого хадиса, она является слабой. Это что касается сегодняшнего урока. Саллаллаху саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббил алямин. Ва джазакумуллаху хайран.